уважаемые абитуриенты! Если вы смотрите данный ролик, значит, вы выбрали магистерскую программу по направлению педагогическое образование, профиль географическое образование. И хочу сказать, что вы приняли самое правильное решение. Меня зовут Закира Бадрединовна Латыпова. Я являюсь кандидатом географических наук, доцентом кафедры экологии, географии и природопользования БГПО имени Мифтахиддина Акмоллы и в то же время являюсь руководителем нашей образовательной программы по профилю географическое образование. Модель программы нашей магистратуры – это методическая. Форма обучения, как вы уже знаете, заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. И мы с вами будем обучаться в течение 2 лет и 5 месяцев. За это время вам нужно будет приезжать 5 раз всего. Осенью на установочную сессию, 2 раза на летней сессии, еще 1 раз на завершающую сессию и на защиту выпускной квалификационной работы, то есть магистерской вашей диссертации. А зимние сессии будут проводиться дистанционно. Целью нашей образовательной программы, нашей магистратуры является совершенствование профессиональных компетенций учителей географии в условиях реализации концепции развития географического образования. Структура магистерской программы включает освоение следующих модулей. Первое – это организация учебного процесса естественно-научной направленности в образовательном учреждении. Второе – физическая география. Третье – экономическая и социальная география. Четвертое – теория и методика обучения географии. И пятое – краеведение. Поскольку профиль географическое образование, вы все являетесь учителями географии и собираетесь дальше работать в школе, конечно, все это время обучения мы тесно будем связаны со школой и с обучением географии в школе. Для поступления по данной образовательной программе вам нужно будет сдать комплексный экзамен. Экзамен проводится в виде тестирования по всей программе по географии. По программе, естественно, уже по вузовской, не по школьной программе, поскольку вы уже имеете образование по бакалавриату. Так ведь? Экзамен проводится 4 августа 2020 года. Это будет вторник. Время проведения экзамена с 10:00 до 15:00 по местному, то есть по уфимскому времени. Поэтому, кто проживает не в Уфе, если в другом часовом поясе, пожалуйста, учтите эту особенность. Если с 10 до 15, это не означает, что вы с 10 до 15 спокойно можете все это время в течение 5 часов отвечать на вопросы. В вашем распоряжении ровно 1 час. Дается такой большой интервал времени для того, чтобы вы могли добраться до того места, где хорошо ловит интернет, где вы спокойно сможете сидеть в течение 1 часа в интернете и ответить на все вопросы спокойно. И в случае, если вдруг в том населенном пункте, где вы находитесь 4 августа, если вдруг нет интернета или очень плохая, если связь. Убедительная просьба иметь в виду крайнее время, крайний час, когда вы можете войти в свой личный кабинет для сдачи экзамена, это 14:00, потому что если позже зайдете, то вы уже не уложитесь. Ровно в 15:00 уже система будет закрыта. Каждый из вас на свой электронный адрес, который указали при сдаче документов в онлайн-формате, на этот адрес электронный получите из приемной комиссии логин-пароль, по которому 4 августа заходите в свой личный кабинет, увидите там окно, где написано «Сдать экзамен»,
в онлайн-формате, нажимаете туда, далее отвечаете на все вопросы, на все тесты и, пожалуйста, не забудьте в конце нажать на кнопочку, где написано «Завершить тестирование». В тестах, в вопросах будет всего 30 тестов, 30 вопросов. Из них 10 будет по физической географии, 10 по экономической и социальной географии и 10 по методике преподавания географии. Физическая география включает в себя и общую географию, которая включает вот и картографию с основной топографией, геологию с основами геоморфологии и ландшафтоведение. Да, это вы прекрасно понимаете. Естественно, региональный обзор тоже. Ответы будут оцениваться по 100-бальной шкале. И у вас будет всего одна попытка. Вот в течение часа отвечаете. Возможности пересдавать, к сожалению, не будет. Поэтому, пожалуйста, убедительная просьба отнестись очень внимательно, вдумчиво, но у вас еще есть время готовиться, подготовиться хорошо к экзаменам. Вот примерно какие вопросы могут быть? Какие примерно вопросы? Ну, например, для примера. Какое из следующих утверждений является верным? Ответы. Все тесты составлены в таком формате. Вопрос и 4 варианта ответа. И вы должны выбрать один из правильных ответов. Значит, длина 1 градуса дуги. Вот какое из следующих утверждений является верным? Первый ответ. Длина 1 градуса дуги меридиана равна 111 километрам на любой долготе. Второй вариант ответа. Длина 1 градуса дуги по параллели равна 108 километрам на любой широте. Третье. Радиус Земли составляет около 100 тысяч километров. И четвертый вариант ответа. Длина 1 градуса дуги параллели 66 градусов северной широты составляет 109 километров. Ну, конечно, вы все выбрали первый ответ, первый вариант. Так ведь, что длина 1 градуса дуги меридиана равна 111 километрам на любой долготе. И право, если выбрали такой вариант. Дальше. Вот по физгеографии примерно какой вопрос может быть? К области риска континентального климата в России относятся первый вариант ответа Якутия, Хакасия, Бурятия. Второй вариант ответа Приморье, Тыва, Чукотка. Третий вариант ответа Сахалин, Колыма, Урал. И четвертый вариант ответа Кубань, Нечерноземье, Северный Кавказ. И, конечно, вы выбрали какой ответ? Якутию, Хакасию, Бурятию. И совершенно правы. Дальше. Какой вопрос по экономической географии может быть? Свыше 90% электроэнергии производится на теплоэлектростанциях. Ответы какие? ФРГ и Австрии. Второй вариант. ЮАР и Саудовской Аравии. Третий вариант. В Испании и Португалии. И четвертый. В Польше и Бразилии. Конечно, вы все прекрасно знаете, что это в ЮАР и в Саудовской Аравии. Да? И совершенно правы. По методике преподавания географии примерно какие вопросы могут быть? Важнейшая образовательная задача курса географии 10 класса состоит. Ответы какие? Первый вариант. В развитии познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей школьников. Второй вариант ответа. В усвоении систем знаний и умений о компонентах географической оболочки и ее частях. Третий вариант. Формирование образных представлений о крупных природных территориальных комплексах страны. И четвертый вариант. Формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного мира. Вы, конечно, все выбрали четвертый вариант, так ведь? Потому что в 10 классе как раз формируется система знаний об экономических и социальных проблемах современного мира. Вот примерно такие будут вопросы. Я очень надеюсь, что вы уже готовы к экзамену, поэтому вот при подготовке у вас еще есть время. Пожалуйста, обратите внимание также на знание географической номенклатуры и навыкам чтения и работы с картографическим материалом. Вот я вам сейчас примеры приводила, как вы поняли, там есть разные вопросы. И, конечно, хорошо нужно представить, знать природу и хозяйство как России, так и
других стран мира, да, и, естественно, поскольку мы уже работаем учителями и дальше будем совершенствовать свои знания, конечно же, методика обучения географии также мы хорошо должны представлять, да. Если у вас в ходе подготовки к экзаменам, после просмотра вот этой консультации появятся вопросы, пожалуйста, на слайде мои контакты. Телефон 8 917 340 54 40. Можете по телефону в WhatsApp, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, по любой сети, по любому каналу, что вам удобно, можете писать, отвечу в любое время на любой ваш вопрос. Или же, пожалуйста, пишите на почту Закира, _Латыпова, @mail.ru. Буду рада получать от вас вопросы и ответить на них. И очень надеюсь, что вы все к нам поступите, и мы с вами будем совершенствовать наши знания и готовиться быть достойными учителями как России, как Республика Башкортостан, России и также других регионов, других государств. Всем удачи и надеюсь на скорую встречу. До свидания.